Друзья, мы находимся на самом долгожданном модном мероприятии этого года – Urba Fashion 2026. Я думаю, это будет стильно, аутентично и, как всегда, интересно. Мне кажется, это будет феерично, это будет здорово, это будет круто. Я думаю, что это будет просто вау. Я думаю, это будет большой прорыв в мире моды. Третий сезон главного модного события Крыма собрал на одной сцене 20 дизайнеров, работающих с национальной эстетикой. 100 моделей, более 7 коллабораций, детские и взрослые коллекции, украшения и 900 гостей. Urba Fashion 2026. Я помню, чем Хайр Лоусон. Насколько в этом году масштабировались? Какие изменения, какие новшества были в Urba 2026? В этом году, вы правы, все более масштабно. Это отражается и в количестве дизайнеров, тех коллаборациях, которые мы сегодня наблюдаем на подиуме. Это и количество моделей, которое увеличилось в этот раз. Это также и количество гостей, которые нас посетили. Мы стараемся, чтобы каждый из дизайнеров представил не просто то, что он может шить, да, это должно быть определенное исследование, это должна быть проделана определенная работа для того, чтобы те изделия, которые представлялись, несли не только эстетику, да, но и какую-то смысловую нагрузку, отражали нашу культуру, да, потому что одним из обязательных условий участия в нашем показе является то, что коллекция должна содержать крымско-татарские элементы, крымско-татарскую идентичность. Мы вот в этом году заявили несколько новых имен. Мы решили подчеркивать и приглашать новых дизайнеров, может быть, даже взращивать их. У нас даже и такой опыт был. Для того, чтобы показать другим, что это реально, что всему можно научиться и нужно просто двигаться в этом направлении. Статус «дизайнер Urba Fashion» – это не только признание таланта, но и большая ответственность за сохранение культуры. Эйла, Сайгулы Дослар и Urba Fashion невозможно уже представить без участия Эйлы. Хайр Лоусон. Сагулнас. Чох Сагулнас, мне очень приятно. Чем в этом году вы вдохновлялись, когда создавали новую коллекцию? Вы знаете, я всегда не устаю вдохновляться красотой наших крымско-татарских женщин. В первую очередь, ну и, конечно же, вообще красотой Крыма. Свою одежду я старалась коллекцию строить именно так, чтобы это был прежде всего комфорт. Комфорт и красота. Красота, чтобы сопровождала везде и повсюду, где бы она ни очутилась. Эйла, как в этом году называется ваша новая коллекция? Название у моей коллекции достаточно необычное – «Эндам». Если дословно, это означает «стать», «фигура». То есть, если говорить и представлять себе красивую, статную девушку, обычно говорят «Эндам лефест». Поэтому я решила назвать свою коллекцию именно так – «Эндам». Дослар, рядом со мной еще одна дебютантка. Я-то ее уже давно знаю по ее прекрасным работам. Ленара Ханум Мамутова. И Ленара Ханум сегодня впервые представила свою коллекцию. Как она называется? Расскажите о ней. Коллекция называется «Из», переводится как «след». Созданные мной изделия, они как бы оставляли какой-то след и в будущем переходили из поколения в поколение. Сколько сегодня изделий представлено? 20 образов.
машалла. Вы сегодня в образе собственного производства. Да, конечно. Очень красиво. Сайгыл достар, менің yanımda da bir dizayner ve onun kolleksiyası bugün gerçekten de tek meni değil de bütün seyircilerini hayretте kaldırdı. Aki Sedası adlı kolleksiyasında bu gibi kolleksiyаны işlep çıkarmağa ne ilhamlandırdı Adile? Мен несіллердің бағы көстермек істедім, тырыштым. En esası bizim kartlarımızdan nesilge nesil öğretken Urfa adetlerimizni göstermeye tırıştım. Adile gerçekten de teren manalı, pek böyle bir salmaklı bir kolleksiya ve onu hazırlamak için ne kadar vakit gitti? 2-3 hafta içinde biz onu diktirmeye tırıştık. Balaban bizde komanda ustalarıydı. Уже невозможно представить без коллекции ДЭП на Urba Fashion. Тимур, хайырлы olsun, новая коллекция восхитительна. Чем отличается в этом году ваша коллекция от предыдущих? Предыдущие годы мы фокусировались на стритвир, это повседневная уличная одежда, но сейчас у нас новое направление, представим его так, Dev Outlet, это верхняя одежда премиального качества, пошитая в Европе и теперь будет представлена в Крыму. Рядом со мной сегодня дебютант, так сказать, Умие. Ума, почему возникла такая идея участвовать в Urba Fashion? Мне очень нравится этот проект. Я думаю, что у него большое будущее. Когда-то я, когда первый раз увидела это мероприятие, у меня прям была такая мечта попробовать. С дебютом тебя, Ума. Спасибо. Что это за коллекция? Что тебя вдохновило на создание данной коллекции? Легкость, женственность, красота. Сегодня мы на подиуме увидели нашу прекрасную Эмине Ханум Авамилева. Эмине Ханум, это была настоящая изюминка этого мероприятия. Как вы себя сегодня ощущали? Честно сказать, очень непривычно. Я даже очень сильно волновалась. У меня язык прилип к небу. Я так не волновалась на прениях, как волновалась сегодня на подиуме. У вас получилось сегодня просто блестяще. Сегодня, я думаю, это праздник, это торжество вкуса, стиля, дизайна, красоты неимоверной, глубины нашей крымско-татарской культуры, традиций, которые выразились вот в этих образах, в этих нарядах. Красота в этот вечер была не только под светом софитов. Гости Urba Fashion превратили зрительный зал в еще один подиум. Дресс-код, образы гостей, национальный акцент стали лучшим подтверждением того, что проект нужен и важен. Ой, я в большом восторге. Очень красиво, очень красивые люди. Великолепный показ, красивые наряды. Мне очень понравилось выступление и показ арт-цепет Заремы. Безумно красивые украшения, очень модно, очень трендово. Очень впечатляет это мероприятие, просто невероятно все сделано, очень круто для людей и в целом даже просто забываешь, что в Крыму находишься, то есть очень круто. Это пример не только высокого искусства, но и музыки, театрального искусства. Мы видим наших дизайнеров, которые создают эту красоту и делают наш народ аутентичным еще в большей степени. Для себя отметила коллекцию Эйлы Ханум. Я фанатка украшений и всяких аксессуаров. Мне очень понравилась коллекция Айше Булат в Буркине, что-то невероятная коллекция Эдна Харамлы, Харабибер. Я видел похожие образы, только, наверное, каких-то итальянских, французских фэшн-брендах, и для Крыма это что-то абсолютно новое. Я очень рад, что я тут присутствую и вижу, как строится история.